Мынакей ошентип Прага шаарына кетип баратабыз. Прага шаары мына бизинче эле көз менен караганда аябай кооз экен. Билбейм, башка Европанын шаарларына караганда аябай эле. It's only you. Чертоголок – это новый образовательный travel-проект. Пособие для целеустремленной и верящей в себя молодежи, где популярный актер КВНщик Дженгиш Майрамбекулу и очаровательная телеведущая Чолпон Уламбекова расскажут вам о лучших образовательных учреждениях мира, о том, как и зачем туда поступать и какие возможности есть именно у вас. Вас ждет увлекательное путешествие в мир знаний, новых знакомств и море позитива. Оставайтесь с нами. На этот раз мы отправляемся в замечательную страну, восхитительную Чехию. Баягы эле биз көнгөн Алматы шаарынын аэропорту, баягы эле биз көнгөн эконом класс, кандайча биз көнгөн. Чопа көнгөн, эми чопадан эле көрүнүп турбайбы, кийинген кийими эконом класс, прическасы эконом класс, керек болсо баскан турган алып жүргөн эконом класс. И даже соведущий эконом-класс, да? Базар жок, сонун тамаша болуп, бештерчик кийинген. К сожалению, у нас нет посольства Чехии в Кыргызстане, и поэтому нам пришлось получать визу через посольство в Алмате. Также можно получить ее и в Астане. Это, конечно, немного затруднительно, но это того стоит, поверьте. Вылетаем мы, конечно же, из Алматы, просто потому что там дешевле. Прага встретила нас снежной погодой. Что самое обидное, всю зиму здесь не было снега. А тут прилетели мы, и он пошел. Менин оюмча чехтер атайын кыргыздар келатканын угуп алып, аба ырайын бузуп койду го дейм да. Урматтуу чехтер жана чешкалар, биз программабызды тартып алып эле кайра эле кетебиз. Аба ырайын кичине болсо да ачып койгулачы. Ну что ж, встречай нас, Прага! Ну, в первую очередь кетет. Бас кеттик. Прага шаары 8-кылымда негизделген. Европадагы деги эле дүйнөдөгү эң эски шаарлардын бири. Калкынын саны 1 миллиондон ашык. А эгерде туристтерди кошкондо 2 миллион чыгат окшойт. Чехия является одним из лидеров в сфере образования в Восточной Европе, дипломы которого признаются во всех странах Европейского Союза и не только. И немаловажным фактором является то, что стоимость платных учебных заведений здесь намного ниже, чем, например, в той же Германии, Австрии, Великобритании и так далее. Эмне деген отель экенин билбейм, бирок биз азыр ушул отельде болобуз. Извинятко, как вас зовут, кшиши? Мынакей. Кыргыз жигит Прага шаарында отельде рецепшнде иштейт экен. Рецепшн? Согласие на съемку есть? 19. Экинчи этажга экен. Мейманканалар шаарда салыштырмалуу арзан. Баалар бир күнгө 10 евродон башталат. 10 евро. Элестеткиле. Бишкекте мындай акчага кафеде тамак жей албайсың. Андан тышкары студенттер группаларга кошулуп квартирада жашаса болот. Эми бывало и похуже дегендей. Бирок пойдет. Примечательный факт. 99% населения Чехии считается образованным.
А биз деген ошол статистиканы келип туруп бузуп салдык. Эгерде 100% болсо биз 99 болдук. В предыдущих программах мы вам рассказывали про языковые академии в том числе. Все потому, что образование во многих странах бесплатное. Главный критерий – это знание местного языка. И Чехия в этом смысле не исключение. Здесь очень много языковых школ, в том числе и при вузах. Так что мы решили обойти эту часть и сразу же начать вас знакомить с лучшими высшими учебными заведениями страны. Итак, тройка лучших вузов Чехии выглядит вот так. Экономический университет Праги. Бир гана Чехияда эмес, бардык Европадагы мыкты окуу жайлардын бири Карлов университети. Школа химико-технологическая. Химико-технологический университет Праги. Ошондой. Легче всего осуществимы те мечты, в которых не сомневается. Я всегда верил в свою мечту и достиг ее, но так было не всегда. Устроим путешествие по моей жизни. Первый вдох, первые шаги, детская любовь, школьная парта, первые победы, поступление в университет. В один день я решил, что хочу учиться в Китае. С верой в свои силы я сдал тест. И я не прошел. Но все же я не сдался, поэтому начал готовиться еще более усиленно. Итак, попытка номер 2. Снова нет. Поставил цель, добейся ее и точка. Опять все сначала. Я окружил себя китайским языком и верил до конца. Судьба наконец-то сказала мне «да». Я полетел в Китай. Когда-то Китай открыл дверь в будущее к моей мечте. Можно я и моя команда откроют дверь к твоей мечте? Теперь все, давай отсюда. Excuse me, sorry, please. Excuse me, please, excuse me. Чехияда бардык жогорку окуу жайларда окуу акысыз. Эң башкы шарт чех тилин билиш керек. Ошондуктан учите чешский язык, потому что у вас будет учебка бесплатно. Да, окуш керек экен, Албетте, Чехияда дагы көбүнчөсү коомдук транспорт менен колдонот. Ошол эле экологияга байланыштуу. Ай, качан биз ушуга жетебиз? Если ты студент, то тебе выгоднее будет приобрести месячный билет для того, чтобы пользоваться всеми видами общественного транспорта. А биз болсо азыр бир эле барганга алабыз. Бул жерде бир барганын 24 крон экен. 24 крон биздин тыйынга которсо бул евро, 1 евро болот. 1 евроң 85 сом. 85 сом бир жарым сааттык жол, Биякта ар кайсы тилдер бар экен. Орус тилин тандайбыз, потому что мы очень говорим хорошо по-русски. Быстрая покупка дейт. 30 мүнөттүктөн 2 деп коебуз. Сага постоянно жол кирет, төлөп жүрөм мен. Мен деле үй менен багышым керек, тажаттым уже. Оказывается, обязательно нужно положить свой билет и поставить штамп, в какое время вы зашли. Давай ты попробуй первый. Уф, такой. Алган билеттерибиз коомдук транспорттун баардык түрлөрүнө жарай берет. Ян Гус, Никола Тесла, Альберт Эйнштейн – именно эти величайшие люди преподавали в лучшем вузе Чехии – Карлов университет.
Именно с него мы и начинаем свой рассказ об образовании в этой стране. Карлов университет основан в 1348 году и на сегодняшний день входит в список лучших университетов мира. Состоит в ассоциации европейских вузов наряду с Оксфордом, Сорбонной и Женевским университетом. И сейчас я вас познакомлю со студентом из Кыргызстана, который учится в этом вузе. Мы сейчас выходим с создания моего факультета. На самом деле таких факультетов еще, таких зданий, именно этого факультета, вот здание вы видите, еще несколько зданий есть на самом деле. А по Праге они по разным факультетам разбросаны. И главная такая, скажем, Каролином называется, это вот самое главное. Эйнштейн преподавал именно факультет, я же сказал, что факультет, физико-математический факультет, он такой очень сильно ценится, и именно в том факультете преподавал Эйнштейн. Помимо этого, здесь выпускники нашего университета, такие как первый президент Чехии, выпускник нашего университета, и много таких выдающихся личностей. Никогда еще не видел такого, чтобы на улице кто-то там с кем-то там какие-то Бывает, что ссорятся, но рукоприкладство никогда не доходило. Кстати, правда, что первая жена Трампа училась в этом университете? Насчет этого нет, у меня нет информации. Путешествие очень открытое, много студентов путешествует. Я в прошлом году посетил такие разные страны, тоже не сильно много. А реально учиться и дополнительно подрабатывать? Да, конечно, здесь все мои друзья, которых я знаю, они учатся и подрабатывают. Но очень странно, что я так не делаю. На самом деле у меня есть время, подрабатывать. Может, просто ленюсь, я думаю. Но я люблю на самом деле поспать, поэтому... Менин оюмча бул билеттердин алыштын кажети деле жок да, себеби дегенде турникеттер жок экен, текшерген эч ким жок. А бирок эгерде биздин студенттер келип калып билети жок отуруп калса, контролерлор келип текшерсе, уят эле болот. Аны сазга келгенсип чоң штрафтар да. Биздин убакыт өтүп кетти азыр. 10 минут, 15 минуттай өтүп кетти. Биз узайчыккан баратабыз да. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Ey, bilinmey otursan. Ey, tartmaçı mı? Tartmaçı mı? В стране обучается более 400 тысяч студентов, из них около 40 тысяч иностранцы. А это значит, что Чехия очень открыта для новых студентов. Кызыктуу факт, көрсө Чехияда эң эле жаңы деген курулуш бул 19-кылымда курулган имараттар экен. Бирок чындыгында бул жерде көбүнчөсү эле 9-10 же 12-кылымда салынган үйлөр экен. В чем отличие вообще чешского образования? Здесь идет система, болонская система называется, европейское образование. Здесь ты набираешь кредиты. Это, насколько я знаю, что-то подобное, как у нас АУЦА. Набираешь кредиты, сдаешь экзамен, у тебя есть 3 попытки на сдачу, у тебя 3 даты есть. И, в принципе, очень такая удобная система для студентов. Какие минусы здесь обучения? Плюсы понятно, да? Все здесь. Минусы, единственное, просто есть из-за того, что из-за незнания языка немного тяжело приходится. Мне приходится работать раза в 2 больше, чем моим сверстникам. Потому что они сами чехи, я единственный русскоговорящий у себя в факультете. Да. Вообще иностранцев много здесь? Иностранцев много, по университету много, но в этом факультете их очень мало. В университете 57 тысяч Именно Карлов университет славится, он входит в топ таких самых лучших факультетов, именно математическо-физический факультет. И тут медики очень такие сильные, медицинский факультет. И помимо этого психология. На факультет психологии поступает где-то, не знаю, из 10 тысяч где-то, наверное, 10 человек.
из 1001, так сказать. Поэтому вот вы здесь видите камни. Здесь мы, есть предметы, на которых мы разбираем, из чего состоят эти камни и тому подобное. Biz keyingi tramvayga o'tira oldik. Dag'ili besplatno жүрөбүз. Чехияда ар бир эле көчөдө, туристтер басып жүргөн көчөлөрдө булардын бир тамагы сатылат экен, трдельник деген. Трдельник десем бир мындай туура эмес угулчудай болуп атат, а бирок көрсө бул алардын мындай десерт, даамдуу тамак экен. Мен көрөйүн деп аткам ошону кантип жасаганын. Тамырды алат экен, ороптуруп эле бошонот. Анан ичине ар кандай нерселерди сүйкөп туруп сатып атышат. Даам татып көрөйүн. Трдельник. Я кушать трдельник. Бекерден трдельник деп өткөн буну. Мондай даамдуу нерсени адам көп жей берсе, трдыйып кетет го негизи. Ошон үчүн трдельник деп коет экен. Конечно, обидно, что именно когда мы прилетели, здесь так холодно и идет снег. Но хочется верить, что когда мы выйдем на прогулку, все-таки выглянет солнышко. Я же солнышко. Прагада эртең мененки саат 10. Уйкум келип атат дагы эле ойгоно элекмин. Айда жок. Уйку жок. Маанай жок. Что тебе не нравится? Смотри, как красиво. Не знаю, как у Джейниша, у меня настроение прям супер. Все потому, что погода нормализовалась, выглянуло солнышко, и мы идем знакомить вас со следующим вузом. Высокоскола химико-технологического в Праце. Что в переводе «Химико-технологический университет Праги». Один из основных центральноевропейских исследовательских центров в области химии. Школа входит в Ассоциацию университетов Европы и является лучшим вузом в стране в техническом направлении. Обучение здесь также бесплатно, если знаешь язык и есть аттестат о среднем образовании. Сен жанагы 50 евроны алмаштырдың, канча болду сенки? Да, 1250. Канча? 1250 крон. А мага эмне 1100 берип салды? Мен точнобу? Да, 1250. Абеду. Ничего себе. Дорогие студенты, обменивая свою валюту, будьте бдительны, потому что есть обменники с комиссией и без. Понятно, что без комиссии выходит гораздо выгоднее. В некоторых европейских странах получение сим-карты достаточно сложный процесс, но здесь, в Чехии, все очень просто. Вам необходимо предоставить местную ID-карту, заплатить деньги, и вуаля, сим-карта у вас в руках. Ёлки-палки. Каяқта эле жанагы обменка? 1100 евро. Ё-моё.
Знакомьтесь, это Бексултан, он учится здесь, в Чешском техническом университете. Бека, рассказывай, как тебе здесь учиться? Мне очень нравится учиться в Чехии, в Праге. Я учусь в Чешском техническом университете уже 2-й год. Учусь я на программиста. Вот мой факультет информационных технологий. Сюда я прихожу каждый день учиться в библиотеке. Это самая большая библиотека в Чехии. Вот. У нас в Чешском техническом университете 5 факультетов. Это строительный факультет, факультет информационных технологий, факультет машиностроения, а также факультет электроники. Также у нас есть факультет Biomedical Engineering. Я не знаю, как это будет на русском. Как ни крути, всех волнует всегда один вопрос. Вопрос финансов. Сколько денег уходит у студента в месяц в Чехии? В среднем я трачу около $500 в месяц. Это уходит на проживание и на питание, также на всякие личные расходы. Сколько денег уходит отдельно на проживание, отдельно на питание и отдельно на транспорт? Я лично трачу за общежитие $200 в месяц. Сумма варьируется у студентов около $200. На питание у меня уходит от $150 до $200. И дополнительно еще трачу на транспорт, на какие-то личные расходы. Неудивительно, что каждый год более 6 миллионов туристов приезжают в Прагу для того, чтобы насладиться такой красивой архитектурой, практически нетронутой со времен Средневековья. Ушунча көп кишини мен Ош базарда эле көргөм. Чын эле туристтер дүйнөнүн ар бир четинен биринчи ирет Праганын көп кылымдар бою сакталып келген архитектурасын көргөнү келишет экен. А бирок Ош базарда эле көп кылымдар бою ошобойдон. Бексултан, скажи, почему ты поступил именно в технический университет? Потому что я хотел учиться на программиста, и Чешский технический университет представляет мне возможность получить качественное образование европейского образца. И Чешский технический университет считается лучшим университетом в Чехии в техническом направлении. А как вообще сюда нужно поступать? Ты вообще на бюджете учишься или на контракте? Я учусь на контракте, я плачу деньги за обучение. Как я поступал сюда, у меня был онлайн-экзамен по математике и по английскому языку. Также у меня было интервью, почему я хотел бы учиться именно в этом университете. Спрашивали, почему я выбрал именно данную профессию и все. А вот экзамен, он сложный или простой? Экзамен, он ориентирован на школьную программу. Если школьную программу хорошо знаешь, то экзамен вообще легко пройти. А ты обучаешься на чешском или английском? Я обучаюсь на английском языке. Для обучения нужно сертификат уровня B2. Окей, хорошо. Что вообще здесь интересного именно в Чешском техническом университете? Чем отличается этот университет? Чешский технический университет, у него очень много партнеров в сфере обучения, в котором ты будешь учиться. Вот. Также после окончания Чешского технического университета диплом будет котироваться в любой стране мира, так как сертифицирован он образцом европейского стандарта. Пражский град – самый большой замок в Европе. Ну, а я пойду искать, пожалуй, самого безответственного соведущего в мире. Он пропал куда-то. Интересно то, что, несмотря на всю свою изысканность и красоту, Прага относительно недорогой город. Походы в музеи, театры или другие достопримечательности не ударят по вашему карману.
Al öyle git. Кеблар татат экен, суугалар немелет экен. Анан чырайт экен. Артисттер экен булар. Прагада туристтердин көптүгүнө жараша чөнтөкчүлөр да ошондой эле көп экен. Ошондуктан урматтуу студенттер, эгерде силер Прагага келип, ушундай кооз жерлерди көрөм десеңер, оозуңарды ачып, далдаңдабай, өзүңөрдүн жеке буюмуңарды жакшылап каткыла. Аты биякта уруулар көп. Мынакей ушундай болушу мүмкүн. По нашей доброй кыргызской привычке мы не взяли довольно дешевые билеты вовнутрь этих замечательных зданий и поэтому попадали в курьезные ситуации. Ticket, only tickets. Thank you. Это что говорят? Tickets, здесь что такая? Тик-тик-тик. И короче. Так. Да, тик-так, тик-динг-динг-динг-динг-динг. 1 minute, please. Ты ушла. Это ужасно, когда ты заходишь куда-то, у тебя тебе вот так билет, а у тебя нет, и тебя вот так выгоняет, типа. Күн батканда биз кечки Праганы көргөнү чыктык. Кечки Прага аябагандай кооз, жарык жана эң башкысы элдер мындай жылмайып жүрөт экен да, ошол алардын жылмаюусу мындай позитивдүү энергия болуп адамдарга өтүп атат да негизи. Да, даже Джениш стал таким культурным, интеллигентным. Ой, таза эле койчу вы. Пойдем смотреть дальше. Бултур-бултур. Прага удивительный город. Невозможно за одну передачу рассказать о том, как здесь классно живется и здорово учиться. Мен бир чечим кабыл алдым. Мен Прагада калам. Мен дагы бир чечим кабыл алдым. Мен дагы Прагада калам. Анткени аябай сонун экен. Мен азыр сен Прагада кала турганыңа таң калган жокмун. Мен сен кыргызча сүйлөп атканыңа таң калып атам. Бирок Кыргызстанды деле сагындым да эми. Достор, эң башкысы эч качан унутпагыла. Жер тоголок. Сен каяктан кыргызча үйрөнүп алдың? Билем, кыргызча жакшы эле билем, кыргызмын го. Оштон сүйлөп жүрчү. Кыргыз болгондон кийин кыргызча дагы сүйлөш керек да. Кийинки көрсөтүүдө биз Чехиянын жогорку окуу жайлары жөнүндө кепти улантабыз. Андан соң силерди Кыргызстандык университет менен кызматташкан окуу жай менен тааныштырабыз. Мы продолжим вас знакомить с красотой Праги, а также расскажем вам о других плюсах образования в Чехии. Оставайтесь с нами, следите за нашими социальными сетями, дальше только интереснее.